День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Владимир Путин поручил сохранить ставку в 2% по ипотеке на Дальнем Востоке и в Арктике. Расскажем, до какого года продлят действующие программы. Цифровой привет. Линия связи досрочно пришла в дальние села Лёкминска. Строительство заняло ровно год. Работа завершилась в рекордно быстрые сроки. 3000 гостей, 40 мероприятий и 70 регионов-участников. В Якутии завершился 3-й федеральный форум «Цифровой алмаз». Узнаем подробности. В Якутии открыли движение по новому мосту через реку Чонолыр. Это уже 55-й мост, введенный в регионе за последние годы. 225 лет со дня рождения классика. В честь этого филармония Якутии готовится выступить с концертом «Пушкинский венок». Ставка в 2% по дальневосточной и арктической ипотеке будет действовать до конца 2030 года. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений президента России Владимира Путина по итогам Восточного экономического форума. Какие еще важные события произошли в стране на этой неделе, знает Максим Кардозу. Приветствую! Эта неделя выдалась насыщенной на события. Сегодня узнаем о новых законопроектах, героических поступках и увидим ролик, который покорил соцсети. А начнем с события, которое претендует на звание главного в году. В Казани состоялся 16-й саммит БРИКС. И этот форум доказал, что ни о какой мировой изоляции России и говорить не приходится. Немного статистики. В столицу Татарстана прибыли делегации из 35 стран, из которых 24 возглавили первые лица. Председатель Китая Си, премьер-министр Индии Моди, лидеры Турции, Ирана и многие другие. На огонек даже генсек ООН Антонио Гутерриш заглянул. В общем, все флаги в гости к нам. Саммит ярко показал, что идея многополярного мира превратилась в реальность. Партнерами БРИКС стали десятки новых участников, другие уже выстроились в очередь. На полях форума обсудили замену доллара, окончание вооруженных конфликтов на Украине и в секторе Газа, реформу ООН, а Армения и Азербайджан еще на шаг стали ближе к окончательному миру. Важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, производственно-логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международных транспортных коридоров. Россия совместно с партнерами работает по таким глобально значимым маршрутам, как Север-Юг и Северный морской путь. И мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные страны. Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ был представлен в парламент по инициативе президента нашей страны. В общей сложности в договоре 23 статьи. Они предлагают расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, в том числе в сферах космоса и мирного атома. Соглашение действует бессрочно. Больше всего внимание к себе приковала статья номер 4. Она предусматривает военную помощь всеми имеющимися средствами в случае, цитата, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения другого или нескольких государств». Договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии. Договаривающие стороны берут на себя обязательство не участвовать в каких-либо союзах, направленных против любой из них. Продолжим говорить о парламентариях. На этой неделе депутаты Госдумы выдвинули инициативу по запрету продажи сигарет всем гражданам младше 2009 года рождения, даже после их совершеннолетия. Идею уже поддержал Минздрав. И если законопроект вступит в силу, то легально купить пачку табака люди, родившиеся в 2010 году, не смогут никогда, пока действует закон, конечно. Это делается, чтобы снизить потребление никотина в России. Кстати, подобный поколенческий запрет на курение не наше новшество. Такие законы уже действуют в некоторых городах США, а Новая Зеландия в 2022 ввела ограничения по всей стране. Но уже через 2 года их отменила. Правда, не из-за протестов, а по экономическим соображениям, чтобы пополнить бюджет.
хочется рассказать и о подвиге. На этой неделе в Москве молодой человек по имени Имам, уроженец Грозного, спас 2 девушек из тонущей машины. В центре столицы автоледи не справилась с управлением, пробила ограждение набережной и вылетела прямо в реку. Парень приезжал мимо и сразу решил помочь. Он сначала вытянул первую девушку, а чтобы спасти вторую, молодой человек прыгнул в воду, вытащил, оказал первую медицинскую помощь и передал службам спасения. Я думаю, что сейчас мне многие откажут, потому что было очень холодно. Ну, я сейчас сам тут останусь, да ничего страшного, хоть я вытащу хотя бы из машины, если получится. Вот у меня вот до сюда это очень холодно было, когда ты по голову в воде, это очень холодно. Перемещаемся на Дальний Восток. Это видео, сделанное на Камчатке, может растопить многие сердца. На нем пес, который, видимо, решил, что он медведь. Дело в том, что хозяева потеряли своего хаски и приступили к поисковой операции. С помощью дронов они обнаружили пропавшего питомца, но он был не один. Дружелюбный пес прибился к компании медведей и не просто бродил рядом, а весело бегал за косолапыми. Дикие животные, к удивлению, не только не прогоняли и не нападали на собаку, а даже отвечали на его попытки поиграть с ними. В итоге пес все-таки вернулся домой, а хозяевам остается только надеяться, что медведи не заглянут к новому другу в гости. На этом у меня все. Дайджест подготовили Максим Кардозу и Виктор Олесов. На федеральном форуме «Цифровой алмаз» зарегистрировано рекордное число участников свыше 2600. Из них более 300 прилетели из других регионов страны. Глава региона Айсан Николаев встретился с модераторами и спикерами «Цифрового алмаза». Участники предложили наиболее актуальные темы для формирования резолюции форума. По его итогам заключены соглашения, важные для развития Якутии в цифровом пространстве и креативных индустриях. В рамках форума лидеры цифровой экономики страны и ведущие отраслевые эксперты принимали участие в обсуждении по 4 трекам. Я бы отметил предложение по публичному размещению акций. У нас в стратегическом указе о развитии креативной экономики от 27 апреля текущего года одна из задач – это вывести 3 технологические компании из Якутии на первичное размещение акций, так называемое IPO. К 2032 году. Это очень сложный процесс, глобальный. Чтобы к этому к нам прийти, нам нужно применять различные финансовые инструменты, такие как облигации, такие как цифровые финансовые активы и так далее. Но это не просто про финансовую грамотность, которая сейчас, безусловно, важна. Это про умение инвестировать. По итогам форума подписаны десятки соглашений, обсуждены самые актуальные вопросы, а также презентованы наработки в цифровой сфере. По итогам «Цифрового алмаза» этого года приняты решения, которые привлекут инвестиции в цифровую экономику Якутии. Участники увидели практические примеры в самых разных секторах экономики и обменялись мнениями. Также установлены новые партнерства и заложен фундамент будущих достижений. То цифровое развитие, которое мы сегодня видим в нашей республике, будет продолжаться благодаря в том числе и тем связям, тем контактам, которые у нас появились благодаря этому форуму. И уверен, что этот форум, который мы проводим совместно с Министерством цифрового развития Российской Федерации при поддержке ряда крупнейших компаний нашей страны, и отдельные слова благодарности нашему генеральному партнеру Сберу, будет и дальше так же успешно идти вперед. На площадке форума состоялось пленарное заседание под названием «Создавая альтернативную инфраструктуру. Российские решения в глобальной IT-инфраструктуре и странах БРИКС». В его рамках обсудили стратегию IT-развития, вопросы кибербезопасности, а также внедрение цифровых технологий. Во время пленарного заседания состоялось торжественное вручение государственных стипендий первого президента республики Михаила Николаева. Интеллектуалы и юные исследователи, сподвижники культуры, науки и образования получили стипендии «Знанием победишь». Госнаграда призвана содействовать концентрации творческих сил, энергии и воли во имя будущего региона. Это стипендия дань уважения Михаила Ефимовича Николаева, потому что у него спектр интересов и в целом его деятельность была многогранна. И Михаил Ефимович создал Центр программы «Шаг в будущее», который уже больше 28 лет уже работает на развитии нашей республики. Ну и признавая его будущий вклад в программу «Шаг в будущее» не только в республике, но и в Российской Федерации, Центральный совет в этом году присвоил имя головному нашему
нашему центру имя Михаила Ефимовича Николаева. Важно помнить, что Михаил Ефимович, как он говорит, он любил свой народ, любил родную республику. И государственная стипендия, которая учреждена уже сейчас Алексеем Сергеевичем, это уже та стипендия, которая будет многих двигать на более такую развитие и работу с родной республикой. Год назад на Восточном экономическом форуме была озвучена идея о цифровизации отдаленных районов республики. В том числе это коснулось Алекминского района. Двум труднодоступным наслегам, Тяньскому и Бескёльскому, теперь доступный высокоскоростной интернет. С подробностями Елена Фаст. Запуск разрешаем. Торжественный пуск оптоволокна в Алекминском районе перелистнул еще одну страничку истории. Отдаленные села района стали полноправными пользователями всех услуг. Мы очень рады к этому событию, вдвойне рады наши дети. И хочется отметить, что это событие совпало с годом семьи в Российской Федерации и годом действия Республики Саха-Якутия. Наш наследник трудоступный и находится 200 километров от районного центра. И сегодня интернет стал доступен всем жителям Чаринского населения. Все смогут пользоваться всем спектром цифровых услуг на высоких скоростях. Так, возможно получение образования онлайн на различных платформах, использование телемедицинских технологий, возможность заработка онлайн в среде, интернетом обеспечены сельский клуб, школа-сад, фельдшерско-акушерский пункт, а также частные абоненты. Молодежь Тяни понимает, качественный интернет дает большие возможности. Мы очень рады появлению интернета. Сейчас у нас появится возможность участвовать в различных конкурсах и конференциях и, конечно же, поддерживать связь со своими близкими в любое время, в любой точке мира. Обучение станет доступнее благодаря интернету. Мы сможем получать образование в онлайн-формате. А все начиналось год назад. Тогда проект, который профинансировала компания Nordgold, казался немного авантюрным. Сроки, логистика, особенности местности. С учетом этого при прокладке использован оптический кабель российского производства с остальным бронированием. Несмотря на все сложности, проект удалось реализовать. Искренне рад сегодня присутствовать на запуске линии высокоскоростной оптоволоконной связи, которая пришла сегодня в наши села Алекминского улуса, село Тяня, село Бескёль. Я рад, что с сегодняшнего дня два наших отдаленных наслега вступают уже в цифровой мир, в мир, где безграничные возможности. Возможно, случайность, но год реализации совпали со столетием золотодобычи в Якутии. Мы обсуждали, что сложно было поверить, что такой большой проект может быть реализован так быстро, всего лишь за 1 год. И действительно это получилось. И спасибо большое всем, кто принадлежит к этому группу. От себя хотел бы отметить, что Nordgold, конечно же, стремится к тому, чтобы развивать и улучшать взаимоотношения и с наследием, и с республикой, к тому, чтобы развивать потенциал людей, потенциал наших детей, которые теперь имеют возможность подключаться к высокоскоростному интернету. 170 миллионов вложено золотодобывающей компанией в этот амбициозный проект. Историческое событие. Высокоскоростной интернет достиг самых труднодоступных и отдаленных сел нашего огромного Алекминского района. И высокие технологии стали доступными для наших, в первую очередь, конечно, наших ребятишек, открывая новые возможности в цифровом мире. Уважаемые участники, новая магистральная линия связи в работе. Теперь села Тяня и Бескёль Алекминского района на связи. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами.
Это итоги недели, мы продолжаем. Президент России Владимир Путин увеличил единовременную выплату для участников СВО, получивших ранения или травмы, приведшие к инвалидности, до 4 миллионов рублей. Путин также поручил правительству разработать подход к выплатам для участников СВО, получивших ранения. В результате Кабинет министров выпустил постановление, согласно которому суммы выплаты составляют 3 миллиона рублей за тяжелые ранения, 1 миллион за легкие и 100 тысяч рублей за иные травмы. Молодые семьи участников специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить выплаты на покупку или строительство жилья. Это следует из постановления правительства страны, опубликованного на официальном сайте Кабмина. Речь идет о семьях, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и в которых каждому супругу меньше 35. Также господдержку может получить одинокий родитель того же возраста, который воспитывает одного или нескольких детей. Для этого нужно будет предоставить документ о том, что один или оба супруга участвовали в специальной военной операции. Размер выплаты будет составлять 30% от стоимости жилья для бездетных семей и 35% для семей с детьми. Минсельхоз будет выдавать гранты ветеранам СВО на открытие бизнеса на селе. Деньги будут выдавать Министерство сельского хозяйства страны. Соответствующую поправку одобрил Комитет Госдумы по бюджету и налогам 11 ноября. Ранее первый замглавы Минсельхоза Елена Фастова сообщила, что на эти цели по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» будет выделено 200 миллионов рублей. По словам официального представителя ведомства, это будет новый вид поддержки, и он начнет действовать с 2025 года. В этом же 2025 году Якутия планирует восстановить в городском округе Докучаевск Донецкой Народной Республики еще более 10 объектов. Об этом сообщил глава Якутии Айсан Николаев. Он поручил правительству согласовать составленный план с ДНР. Важным он назвал обновление Дома детского и юношеского творчества, который он посетил недавно во время рабочей командировки. На объекте ранее никогда не проводился ремонт. По словам Айсана Николаева, также необходимо провести работу по созданию молодежного центра и IT-центра. — 4300 участников специальной военной операции, членов их семей, обратились в фонд «Защитники Отечества». Из них 850 человек по вопросам о мерах социальной поддержки, в том числе о подключении к системе отопления, газу, улучшении жилищных условий. Также поступило и много вопросов, касающихся денежных выплат и получения удостоверения ветерана боевых действий. Кроме этого, в фонд обращались военнослужащие, их родные, нуждающиеся в юридической помощи. Отмечу, что из 20 тысяч обращений 93% получили положительный ответ. С начала года социальными координаторами осуществлено 850 выездов на дом по гражданам целевой категории. Филиалом фонда также оказывается психологическая помощь, бесплатная юридическая помощь по вопросам оформления и предоставления мер социальной поддержки. А также реализуются дополнительные механизмы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень, включая высокофункциональные протезы и протезно-ортопедические изделия. Вопрос сохранения здоровья детей всегда стоит на первом месте. Педиатрическая служба Якутии отметила столетие. Охрана здоровья ребенка – особая служба. В республике с 2011 года организована трехуровневая система оказания медпомощи детскому населению. Обеспеченность врачами, педиатрами по республике составляет 98%. В этом году особое внимание уделили репродуктивному здоровью подростков. Разработанный проект региональной модели здорового питания для школьников, продолжительность совершенствования реабилитационной службы республики по оказанию ранней помощи детям до 3 лет, а также разработанный проект борьбы с ожирением детского населения. Мы празднуем такую большую дату – 100 лет. Из них 50 с лишним лет я вот работаю педиатром. И нисколько не пожалела, что я выбрала эту специальность, потому что это самое благородное – оказывать помощь детям. Ежегодно почти 2000 детей проходят через наше отделение. То есть это большая помощь детям. Ну и вообще профессия благородная. Поэтому мне сегодня хотелось бы всех педиатров поздравить с сегодняшней датой. В
В столице республики выполнили операцию по трансплантации роговицы. Она выполнена с помощью современных технологий, что позволило повысить эффективность лечебно-диагностических и профилактических мероприятий у пациентов с заболеваниями роговицы, глаукомой, патологией сетчатки и миопией у детей. За выполнением операции наблюдали врачи-офтальмологи. Теперь они смогут правильно расценивать современные методики в ранней диагностике глаукомы. Сейчас достаточно активно изучаем у нас особенности нашего организма, потому что мы живем, у нас регион особенный, мы живем с вами в условиях низких температур достаточно длительное время. Вот, у нас имеются еще и этнические особенности, это тоже играет значительную роль. Поэтому вообще-то для нашей популяции, среди наших коренных жителей, характерны так называемые дистрофии роговицы, когда роговица дистрофически изменяется с возрастом. Республиканский форум по оказанию социально-психологической помощи семьям продолжается. Специалисты Якутского республиканского психологического центра проводят выездные совещания в районах. На этой неделе группа работала в Алдане. В ходе встречи с социальными педагогами и психологами учреждений образования были рассмотрены различные проблемы, которые касаются жестокого обращения с несовершеннолетними и оказания детям комплексной помощи. Подробности в материалах наших коллег. Как своевременно заметить признаки семейного неблагополучия и какие меры необходимо принимать в первую очередь? Что включает в себя оперативное реагирование и экстренная помощь? И каким образом повысить эффективность межведомственного взаимодействия? Эти и многие другие вопросы поднимались в ходе встречи социальных педагогов и психологов учреждений образования района со специалистами Якутского республиканского психологического центра. Будет представлен ряд нормативно-правовой базы, которые работают по жестокому обращению с несовершеннолетними. Фактов жестокого обращения – это и физическое насилие, и сексуальное и так далее. Они актуальны в настоящее время. Будут даны рекомендации, будут показан алгоритм действий, как взаимодействуют все органы системы профилактики в том или ином случае при их выявлении и также при реабилитации несовершеннолетнего, а также близкого его окружения, потому что мы работаем не только с несовершеннолетним, но и с близким окружением. Это могут быть и законные представители, а также друзья и так далее и тому подобное. Выездное совещание состоялось в рамках Республиканского форума по оказанию социально-психологической поддержки семей. В настоящее время специалисты Центра психологической помощи работают в разных районах Якутии. Одной из главных тем является проблема жестокого обращения с несовершеннолетними. К сожалению, показатели жестокого обращения, невозможно сказать, что их нет, и показатели статистика показывает другое. И на сегодняшний день наша служба охватывает всю республику и работает с несовершеннолетними, которые пострадали от жестокого обращения и насилия. В ходе совещания участники поделились собственным практическим опытом и рассказали о методиках, используемых в работе с детьми и подростками. Специалисты Алданского филиала Республиканского психологического центра на постоянной основе взаимодействуют с учреждениями образования района, а также оказывают сопровождение отдельным семьям. Профилактике жестокого обращения с детьми уделяется особое внимание. Это такая актуальная, я бы сказала, проблема. И у нас такой незащищенный пласт – это наши дети, пласт населения. Поэтому, имеет место быть, потому что, конечно, если родители находятся в таком деструктивном состоянии, соответственно, дети подвергаются негативному влиянию. Еще одна обсуждаемая сторонами встречи проблема, требующая постоянного контроля, касается взаимоотношений в детско-подростковых коллективах. Речь идет о буллинге, преследовании и травле одного члена коллектива другим или другими. Поведение агрессора зачастую требует вмешательства специалистов. Нередко психологическая поддержка нужна и жертве. Вот сейчас у нас был месячник психологического здоровья, нашу школу приглашали. К сожалению, буллинг имеет место быть у нас. Не всегда педагоги могут справиться сами, поэтому привлекают нас для поддержки, для профилактики, для просветительской работы и для разрешения именно конфликтов между родителями, учителями, соответственно, и детьми. В рамках совещания гости провели практикум для педагогов, ознакомив их с мерами профилактики профессионального выгорания. По словам республиканских специалистов, встреча прошла плодотворно. По итогам обсуждений был выработан ряд решений. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Выбор профессии – выбор будущего. Помочь разобраться в мире профессий девятиклассникам поселка Беркакит предоставила возможность местная модельная библиотека, организовав большое профориентационное мероприятие. На нем побывали наши коллеги. Построишь ли мост от Луны до Земли? Может, ты станешь железо ковать? Тысячи тропок готовит судьба, сотни загадок в запасе хранит. Какой она будет, тропинка твоя? Это тебе доказать предстоит. Программа мероприятия стартовала с увлекательной презентации богатого мира профессий, мини-теста на профориентацию и живого общения со школьниками. Затем приглашенные спикеры рассказали о прелестях своей профессии и поделились своим трудовым опытом. Выбрала я профессию акушерки. Может быть, спонтанно, может быть. И до сих пор считаю ее одной из самых, даже где-то романтичных, если это слово применимо к медицине. Когда рождается ребенок, это действительно чудо, которое ни с чем нельзя сравнить. Ты чувствуешь ответственность за здоровье этого малыша, за здоровье матери, и это все ложится на тебя. Поэтому даже средний медперсонал имеет большое значение. Здоровое общество – это общество с будущим. На профориентационном мероприятии за один урок ребята смогли пообщаться с представителями сразу 5 различных профессиональных сфер – медицины и прокуратуры, РЖД и МЧС, журналистики. Сотрудники библиотеки проводят встречи подобного рода не первый раз и уверены, что это большая помощь будущим абитуриентам в самоопределении. 27 ноября этого года будет у нас маленький юбилей, 5 лет, как получила наша библиотека статус модельной. Первой модельной библиотеки в Республике Саха-Якутия в рамках национального проекта «Культура». За этот период, за 5 лет, нам удалось значительно повысить посещаемость библиотеки и количество мероприятий. Кроме того, в библиотеке собрана большая тематическая подборка книг, где можно детально узнать о многих профессиях. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Продолжим подводить итоги недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В федеральную программу развития 16 опорных населенных пунктов Арктической зоны России включена агломерация Тиксинайба. По поручению президента страны Владимира Путина для улучшения условий проживания граждан и повышения доступности социальных услуг разрабатывается мастер-план и комплексный план долгосрочного социально-экономического развития на период до 2035 года агломерации Тиксинайба. Глава Якутии принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению Северный морской пути Арктика. На совещании рассмотрели предложения по развитию Севморпути, по реализации мероприятий мастер-планов опорных арктических населенных пунктов. Глава Якутии Айсан Николаев с рабочим визитом на этой неделе посетил Мирнинский район. В начале дня глава провел совещание, посвященное исполнению указа по социально-экономическому развитию Алмазного края. Далее глава принял участие на открытии моста через реку Чуаналыр на автодороге Анабар. Это уже 55-й мост, введенный в республике за последние годы. Автодорога Анабар неразрывно связана с становлением и развитием алмазодобывающей промышленности в Якутии. Это важнейшая жизнеобеспечивающая дорожная артерия, а мост через реку Чуаналыр является стратегическим для развития Южной Якутии. Благодаря проекту федеральному по безопасным качественным дорогам район и республика, можно сказать, получил такой хороший современный объект. Но вместе с тем мы здесь не успокаиваемся. У нас много работ и по федеральной дороге Вилюй, и по региональной дороге Мухтуя, ну и в целом по улично-дорожной сети наших здесь населенных пунктов, и Мирную, и Удачную, и Хал, и эта работа будет продолжаться.
На реконструкцию моста длиной в 1 километр, включая подходы, вложено более 476 миллионов рублей. Ввод моста – это прежде всего результат ударного труда строителей. Благодаря их слаженной профессиональной работе мост сдан в срок, даже с некоторым опережением графика. Здесь зимой постоянно, когда была объездная дорога, мешала наледь, потому что она заливала объездную дорогу, она подпирала временный мост Сарм, который здесь стоял. Ну, вы видите, у нас этому мосту не будет страшна никакая наледь уже, потому что у нас высота опор, самих опор, я имею в виду от грунта до ригеля, они 5,5 метров. Плюс высота у нас еще наших пролетных строений больше 2 метров. У якутских дорог своя особая судьба. На огромной территории в суровом климате эти артерии жизни прокладываются дорогой ценой. Так, в этот мост через реку Чоналыр подрядчики и работники дорожной отрасли вложили огромный труд. И теперь в этой горной, сложной, суровой зоне есть дорога, соответствующая всем требованиям. Анна Васильева, Мирный. Ровно месяц исполнился с того момента, как был дан старт строительству Ленского моста. Работы по возведению будут производиться одновременно с 2 берегов, а после прохождения ледохода строители приступят к водной части строительства. На строительной площадке побывала и наша съемочная группа. На сегодняшний день строители приступили к установке 17-й сваи для 6-й опоры будущего моста. 6-я опора находится ближе всего к руслу реки, поэтому работы по ней ведутся в первую очередь. 1 свая в день – это стандартный хороший темп. Мы по этому темпу сейчас работаем. До 31 числа мы сделали штамповые испытания грунта, подтвердили несущую способность свай и продолжили выполнение стандартных работ. То есть 31 числа на сегодняшний день ведется сооружение 17-й БНС, 18-й свая. По графику до конца года план 50 свай исполняется. Строительство Ленского моста поистине масштабное мероприятие, не имеющее аналогов в мире. Поэтому при планировании работ было учтено все до мелочей. Здесь сейчас в Якутске, по сути, создается новая индустрия. Потому что таких мостов никто в мире не строил. И сюда заводятся в том числе уникальные технологии. Используются специальные бетонные заводы в арктическом исполнении. Сейчас здесь собирается очень мощная производственная база, которая позволит реализовать это поистине уникальный проект. 2 завода были изготовлены на заводе в Златоусте по заказу именно в специальном арктическом исполнении, который предусматривает утепленные конструкции, которые позволяют работать в зимний период и производить бетон. Для обеспечения работ на обоих берегах реки будут воздвигнуты 4 технологические площадки. На данный момент в районе Табаги подготовлена 1-я, которая обеспечит всем необходимым нынешний этап строительства. Технологическая площадка предназначена для размещения производственной базы. Также на этой площадке будет располагаться жилой городок для размещения рабочих. В настоящий момент технологическая площадка отсыпана более чем на 90%, и для текущей стадии выполнения работ на объекте она выполнена в полном объеме. На территории этой технологической площадки выполняется изготовление арматурных каркасов для сооружения свай. И в текущий момент мы выполняем сооружение производственного цеха. Здесь же, на технологических площадках, весной будут собираться кофердамы – огромные металлические конструкции, которые будут затоплены посреди реки и служить основой для свай. Тогда же весной начнутся работы по забивке свай и установке опор на водном участке моста. Александр Хавренко, Джелус Иннокентьев, Якутск. В Усть-Алданском районе завершился первый этап ремонта автомобильной дороги Барагон-Танда. А в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» дорожники ведут в эксплуатацию 4 километра. В прошлом году по нацпроекту БКД в Усть-Алданском районе специалисты привели в нормативное состояние 33,6 километров региональных автодорог Мирю и Барагон. За последние 5 лет в госсобственности региона приняты 3 муниципальные дороги. Их общая протяженность составила 278,5 километров. И также установили мостовой переход Сарм через реку Белир. Это вблизи села Танда. Это был аварийный мост. И в ближайшие 4 года мы должны завершить все эти 46 километров и привести в нормативное состояние.
Обновленная схема движения городских автобусных маршрутов начнет действовать в Якутске уже с понедельника. В рамках внедрения первого этапа реализации новой маршрутной сети изменения в схемах движения претерпели 10 городских маршрутов. Номер 2, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 19 и 35. При этом появятся два совершенно новых маршрута – 11 и 12. Изменения позволят разгрузить самые забитые улицы города, к примеру, главную транспортную артерию Якутска, проспект Ленина. Это также позволит сделать транспортную логистику намного удобнее. С сентября этого года в республике началась кампания по уплате имущественных налогов физическими лицами. Всего по республике создано и отправлено 340 тысяч налоговых уведомлений владельцам транспортных средств, земельного участка или любого другого имущества. Из них около 227 тысяч уведомлений были направлены в личные кабинеты налогоплательщиков, а более 25 тысяч получили его через портал госуслуги. У нас расширен перечень лиц, которые подпадают под льготу налоговым кодексом Российской Федерации, где внесены дополнительно это вот граждане, которые участвуют в специальной военной операции, мобилизованные лица, члены их семей. Этой информацией можно ознакомиться у нас на сайте налог.gov.ru. Названа цена килограмма красной икры ближе к Новому году. Так, деликатес подорожает до 13 тысяч рублей. Ажиотажный спрос на икру разгоняет цены, и без того растущие с начала осени. Подорожание этого продукта объясняет инфляцией, в том числе и потребительской, ростом цен на производство банок, а также снижением улова в 3 раза в сравнении с прошлым годом. С начала года цены выросли на 15%, и это не предел. Уже сейчас цена килограмма красной икры в магазинах приближается к 10 тысячам рублей. Прокуратура страны начала проверку по поводу завышения производителями цен на молоко. Генпрокурор страны Игорь Краснов поручил подчиненным проверить сведения о повышении производителями цен на молоко и принять меры в случае выявления нарушений в этой сфере. С учетом особой социальности значимой молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов. Рост цен на молочную продукцию в стране в последнее время стал предметом особого внимания властей. В октябре о повышении цен уведомили ряд производителей сливочного масла. Ну а в столице республики стартовала ярмарка мясной продукции. Жители и гости столицы имеют возможность запастись свежим мясом и поддержать местных товаропроизводителей. На ярмарке побывали и наши коллеги. Для удобства покупателей на территории ярмарки работает цех по распиловке мяса. Мясо продают полутушами и четвертинами, что позволяет наглядно отследить по печати место его происхождения. Во время ярмарки работает представитель Роспотребнадзора. При этом создана площадка системы «Меркурий». У каждого участника есть ветеринарное свидетельство, есть санкнижки на продавцов. И на самих мясах есть штамп о том, что это местное мясо. У нас здесь среди участников только местное мясо. Привозного мяса нет. Жеребятину можно приобрести от 900 до 1500 рублей. Цены на говядину варьируются от 700 до 1000. Килограмм говяжьего фарша – 850 рублей. Помимо всего перечисленного продают и деликатесы. Потроха по 600. И это была жеребятина, кровяная колбаса есть по 2000, харта 1200. И это жеребятина, печенчик 4500. Все. А вот скажите, пожалуйста, у вас есть сертификация? Да, все есть. Ага, конечно, все есть. И Меркурий, и все есть. Свою продукцию представили 34 участника. Это и сельхозпроизводители, фермеры и поставщики из центральных районов республики. Начинается от 1200 жеребятина. Разные, но дорого. Для пенсионеров особенно дорого. А вы проверяете их сертификаты? Или доверяете? Доверяем, обычно доверяем. Берем вот так вот. Не проверяем. Местную обычно не проверяем. Для горожан помимо мяса представлена копченая и свежемороженая рыба. Например, за кобяйские караси придется отдать 450 рублей за килограмм. Цена за кило чира – 750, за 1,5 – 950. Мы с Ульяновского района, село Томат. У нас участок есть. Община называется СПК Курочандан. Тоже вот чир. Сами рыбачим. Продукция, сертификат тоже у нас все есть. Кубота, лицензия, все оформлено как по требованию.
Ярмарку можно посетить в течение выходных. Она продолжится до 17 ноября с 10 до 5 вечера. Помимо этого, в декабре развернется еще одна ярмарка, на которой после открытия автозимника представят свою продукцию участники из Заречья. Таяна Федорова, Нургун Старостин, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В Национальной библиотеке состоялась презентация энциклопедии первого президента Михаила Николаева. Это универсальный мультимедийный справочник, охватывающий все стороны жизни и государственной деятельности Михаила Ефимовича, его соратников и сподвижников. Основу содержания составляют статьи. Отрадно, что информационные технологии позволяют создавать единую систему материалов документального фонда, накопленного в различных электронных ресурсах. Энциклопедия подготовлена работниками Николаев-центра, сотрудниками ведущих научных организаций республики. Мы хотели пригласить всех жителей республики, кто знает, вместе работал, встречался или имеет именно свое мнение о жизни и деятельности первого президента, направлять свои материалы, отзывы, фотографии, видео, библиотека, архив первого президента, для того, чтобы именно мы включили этот энциклопедический ресурс, для того, чтобы пополнить именно жизнь и творчество работы нашего первого президента. Состоялся показ документального фильма о первом президенте республики Михаиле Ефимовиче Николаеве. Показ картины прошел в преддверии празднования дня его рождения. Режиссером фильма выступил заслуженный деятель искусств России Никита Аржаков, сценарист, народный писатель Якутии Владимир Федоров, оператор Юрий Бережнев. Как отмечают авторы, у Николаева был длинный путь и неординарная судьба. Трудное детство, военные годы, студенчество, которое совпало с восстановлением страны. Испытания 90-х, через которые первый президент провел многонациональный народ Якутии с верой в безграничные возможности для родной республики, навсегда оставшись в памяти якутян создателем новой Якутии в новой России. Все это нашло отражение в документальном фильме. Его путь – это очень сложный и в то же время очень такой жизненный путь, очень особенный путь. Мы много включили его высказывания насчет философов. Он очень любил Кулаковского. Тут очень важная роль, много мы уделили Кулаковскому, его произведениям. И как бы этот фильм, мне кажется, этот фильм монолог, как будто мы разговариваем с Михаилом Ефимовичем. В Якутске состоялся и концерт «Махтал», посвященный памяти первого президента Якутии Михаила Николаева. Торжественное мероприятие приурочили ко дню рождения выдающегося государственного и политического деятеля. Большой концерт организован по инициативе студентов и выпускников Высшей школы музыки, Якутской балетной школы и артистов республики при поддержке Николаев-центра. Напомню, в честь вклада Михаила Николаева в развитие Якутии 13 ноября объявлен Днем инноваций. Сегодня выпускники, студенты Высшей школы музыки и артисты нашей республики организовали этот замечательный концерт «Махтал» для жителей нашего города Якутска в память о первом президенте в день его рождения. Это символ признательности, благодарности за создание Высшей школы музыки, поддержки культуры и искусства и дальнейшего поступательного развития нашей республики. Филармония Якутии, в свою очередь, готовится выступить с концертом «Пушкинский венок». Мероприятие посвящено 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. На суд зрителей концерт будет представлен уже в конце этой недели. Подробнее о том, как идет финальная подготовка к нему, расскажет в своем сюжете Тимур Колмогоров.
36 солистов симфонического хора филармонии Якутии выступят на концерте, исполнив известные песни и романсы российских композиторов по мотивам произведений Александра Пушкина. Подготовка к ответственному мероприятию проходила на протяжении целого года, где хор с небольшими представлениями выступал в школах и театрах республики. У каждого солиста в хоре четко определена своя роль, которой они должны придерживаться. Это, с одной стороны, и просто, с другой стороны, и сложно. Просто в том плане, что у тебя всегда есть коллеги, которые поют вместе с тобой, которые поддержат тебя, где надо, там перехватят дыхание, и нота будет идти ровно, длительно. С другой стороны, ты не можешь в хоре солировать, чтобы не нарушать гармонию, не нарушать баланс. Вот. И с этой точки зрения это, конечно, немножко тяжеловато. Также хором будет исполнена часть произведения Георгия Свиридова «Пушкинский венок». Главной задачей солистов и в особенности руководителя хора является передача чувств и эмоций для слушателей. Поэзия Пушкина очень высока, и для того, чтобы ее проинтонировать, требуется очень много душевных, трепетных, чувственных, сердечных затрат. Для того, чтобы интонация мысли Пушкина была более услышана нашим зрителям, это требуется огромная работа звука. Поэтому мы очень усиленно над этим работаем. Концерт пройдет в Якутске в стенах Римско-католической церкви 17 ноября в 17 часов вечера, позволив всем желающим окунуться в мир музыки, а также поэзии русского классика Александра Пушкина. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. В Доме народов культуры имени Алексея Кулаковского накануне прошел День корейской культуры. Прозвучали корейская музыка и песни, также продемонстрировали традиционную одежду ханбок. Провели национальные игры ют, тухо и тачи. Гости мероприятия попробовали корейскую кухню, в том числе и национальные блюда кимчи и пенчан. День корейской культуры организован Ассоциацией корейцев в Якутске и приурочен к 180-летию пересечения корейцев в России. Большие праздники, значимые, это Новый год, Саллах по лунному календарю. Вот где-то на конец января и начало февраля, ну, в общем, где-то до 15 февраля это выпадает дата. И еще большой праздник, осенний чусок, праздник урожая. Вот мы все эти мероприятия провели совместно с Саха-корейской школой. Герой России Олег Артемьев познакомился с якутскими национальными видами спорта. Космонавт-испытатель посетил спортивный комплекс имени Василия Манчары «Мадун». Якутские спортсмены провели мастер-классы по национальным настольным играм, северному многоборью, прыжкам через нарты и аркан, а также по стрельбе из традиционного лука. Кроме этого, космонавту вручили памятный набор «Хабылык и Хамыска», который в скором времени полетит в космос и войдет в историю якутского спорта. Как он отметил, якутские национальные виды спорта могут быть апробированы в отряд космонавтов. Это очень интересно, завлекательно и для той моторики, для той ловкости, которая нужна космонавту, они как раз подходят. Поэтому, если у вас когда-нибудь кто-нибудь пройдет из Якутии в отряд космонавтов, наверняка все национальные виды спорта, они у нас будут представлены в отряде космонавтов на физкультурной подготовке, на физподготовке. Ну, на самом деле можно и сейчас это внедрить, но тут нужно желание. Чемпион Кубка Европы Карина Ефимова рассказала журналистам про свою победу на континентальном турнире по дзюдо. Она выступала в весовой категории 52 килограмма. Открытый Кубок Европы прошел в Сараево. Карина провела на татами 3 схватки. В полуфинале она одолела Николину Нисавич из Сербии. А в финале уверенно победила дзюдоистку из Косово. Отмечу, что Карина в истории якутского дзюдо является 3-й чемпионкой России. До нее золото завоевывали Нюргена Никифорова и Алина Моисеева. Подводились очень ответственно. Все прошло успешно. Тем самым я подтвердила свое чемпионство. Забралась на высшую ступень, чему я рада. Дальнейшие планы – защищать честь России, Республики Саха-Якутия на международных стартах, которые у нас будут вот с января начнутся.
В Якутске в 4-й раз проходит Кубок 5-го пожарно-спасательного отряда по якутскому многоборью. Между собой участники соревнований называют их игры Дыгына среди пожарных. Соревнования действительно проводятся по правилам игр Дыгына. Участники соревнуются в 7 спортивных дисциплинах. Победителя определят по сумме очков в каждом состязании. В розыгрыше 4-го кубка принимают участие 10 спортсменов, 8 из Якутска и 2 представителя Татинского района. Все спортсмены действующие сотрудники пожарных подразделений. Показать, что у нас работают такие сильные, мужественные ребята, можно сказать. И вот, например, на прошлых играх Дыгына в 2024 году участвовало из 12 участников было 4 наших коллеги. Ну, 3 с пожарных частей и 1 со службы спасения Николай Обоев. Вот это хотел показать и как бы, ну и пропаганда якутских национальных видов спорта. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.